В прошлом году особый упор республиканский бизнес-инкубатор сделал на развитие имеющихся и увеличение числа новых предприятий малого бизнеса Ингушетии. Об этом премьер-министру доложил руководитель ведомства Рашид Измайлов. Оказание консультаций, помощь в регистрации и подготовке документов, а также предоставление помещений для начинающих бизнесменов – лишь малая часть работы, проведенной бизнес-инкубатором. В 2018 году в стане статуса резидента бизнес-инкубатора функционировали 34 субъекта малого предпринимательства, занимающихся следующими видами деятельности: производство чая и кофе, разработка энергосберегающего оборудования, деятельность в области строительного, проектирования и ландшафтного дизайна, туризм, ЖКХ, проектирование и монтаж систем видеонаблюдения и охраны, ручное качество, мастерские художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, фото-видеостудия, производство кинофильмов и анимации. В прошедшем году на базе бизнес-инкубатора продолжали функционировать такие предприятия, как Экономический совет при главе Республики Ингушетия, Общественная палата Республики Ингушетия, акционерное общество корпорации развития Республики Ингушетия, благотворительный фонд «Память и солидарность». С 2012 года в бизнес-инкубаторе также размещается торгово-промышленная палата Республики Ингушетия и цементный контроль. Данным организациям безвозмездно созданы все условия для эффективной деятельности. В целях повышения образовательного уровня предпринимателей и увеличения широкого слоя населения предпринимательскую деятельность в отчетном периоде проведены следующие мероприятия. Семинары тренинги по курсу социального проектирования, это подготовительный этап молодежного форума «Машук», детальный разбор проектов, грантового конкурса и будущих участников. В 2019 году эта работа будет продолжена. Также мы участвуем в организации деловой Ингушетии 2018 совместно с торгово-промышленной палатой Министерства экономического развития. Круглые столы на тему женское предпринимательство, а также ряд было проведено информационно-методических семинаров по добросовестной рекламной деятельности частной торговли, организованной совместно с Углушным ФАС России. Проведены были конкурсы по программе контрактная программа в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, организован при участии специалистов Института закупок с города Новосибирска, снижение административных барьеров давления на бизнес. Также семинар для предпринимателей по основам потребительского права совместно с Роспотребнадзором, лучше свои знания, защитить свои права. В отчетном периоде бизнес-инкубатора прошла выставка картин художника Мусима Фазанова и юные мастера, которые обучаются в видеостудии, тоже представили на суд зрителей свои новые работы. В 2018 году специалисты ГРУ РБИ на постоянной основе принимали участие в видеоконференциях, организованных корпорацией СП и Агентством стратегических инициатив. В рамках взаимодействия с данными предприятиями ежеквартально проводились рекрутирование субъектов СП по Республике Ингушетия и соответствующие отчетные формы своевременно были направлены в вышестоящие организации. В отчетный период специалисты ГРУ продолжали работу по информированию и регистрации предпринимателей в целях регистрации на портале «Бизнес-навигатор», организованной корпорацией развития малого бизнеса. В целях информирования населения деятельности бизнес-инкубатора и механизмов господдержки, осуществляемой Республики Ингушетия, существует официальный сайт ГРБИ. Также специалисты ГРБИ в отчетном периоде проводили публикации СМИ, выступления на телевидении и радиовещания. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 «Национальные цели и стратегических задач развития Российской Федерации на период 2024 года», период с 12 по 18 января 2018 года была проведена Всемирная неделя предпринимательства. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации была поставлена задача создания системы акселерации субъектов малого предпринимательства, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки субъектов Российской Федерации. В рамках реализации данного масштабного международного проекта были проведены республиканский конкурс «Лучшее торговое предприятие Республики Ингушетия», телепередача на тему государственной поддержки субъектов ВЦП Республики Ингушетия, а также молодежный круглый стол, стартап «Начать с нуля», изменить мир. Вся информация доведена до соответствующих федеральных структур. Говоря о популяризации продукции и услуг предпринимателей малого и среднего бизнеса, министр экономического развития Умалат Аршхоев выделил 5-й юбилейный республиканский экономический форум и традиционную выставку «Деловая Ингушетия», в которой приняли участие представители из бизнес-среды разных регионов страны. Министр подчеркнул, что ведомство активно работает и в рамках нацпроекта, разработанным президентом страны для поддержки индивидуальной предпринимательской среды. В прошедшем году в Минздравном развитии Ингушетии проведена работа по созданию новых организаций поддержки МСП. Это тот набор, который есть в других субъектах, обязательно во всех субъектах Российской Федерации.
Первый – это Центр инноваций социальной сферы, назначением которого является оказание информационно-аналитической, консультационной, образовательной и организационной поддержки субъектов социального предпринимательства. В 2018 году предприниматели республики при сопровождении центра впервые приняли участие в всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года». Второй – это Центр кластерного развития, целью деятельности которого является выявление кластерных инициатив, содействие координации проектов субъектов МСП и обеспечение координации участников кластеров между собой. Центром проработан вопрос создания агропромышленного кластера в республике. Третье – это Центр поддержки народных художественных промыслов. О деятельности своей работы отчиталась и гендиректор Агентства инвестиционного развития Ингушетии Радмила Нальгиева. В прошлом году агентством было принято 12 инвестиционных проектов стоимостью 2 миллиарда рублей. Это расширение овощной консервированной продукции и выращивание шампиньонов в теплице компании «Агрокомплекс Сунжа Фаворит». Объем инвестиций – 950 миллионов рублей и 1800 привлекаемых рабочих мест. В целях организации взаимодействия были заключены соглашения с муниципалитетами, это и Карабулакский округ, Низамский муниципальный район, Молдовекский муниципальный район и Сунжинский район о сотрудничестве в инвестиционной деятельности и реализации инвестиционных проектов на территории Республики Ингушетия. Заслушав отчет о работе организации, вице-премьер отметил, что в первую очередь нужно вести информационную работу с населением. Вы сказали, у вас есть сайт. Аккаунт есть в соцсети, Инстаграм? Есть. Надо давать информацию. Вы же, если известно такая честь, все меняется, давайте информацию. В течение прошлого года осуществлена работа по реализации подпрограмм «Социально-экономическое развитие Ингушетии» на 16-25 годы, отметил в своем докладе гендиректор корпорации развития региона Жамалил Бузуртанов. Одним из главных проектов подпрограммы станет строительство завода по производству детских санитарно-гигиенических средств стоимостью около 780 миллионов рублей. Такого производства низкого нет. Эти изделия есть, так как с инициатором мы разговаривали в медицинском развитии с самой корпорацией, у него есть договоренности с определенным производителем, но он не стал пока озвучивать на первом этапе, потому что все-таки своего рода коммерческая тайна. По итогам встречи председатель правительства поручил всем участникам Координационного совета представить предложения по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в республике. То, что сейчас говорили, нужно изучить еще раз в соответствии с законодательством. Пожалуйста, посмотрим и поручение все это можно поручить. И по итогу следующего заседания Координационного совета будет протокол, который мы все предложения перечислим. В завершении заседания Зелимхан Евлоев подчеркнул, что развитие в республике благоприятной бизнес-среды является приоритетным вопросом для правительства, и работа в этом направлении уже дает определенные результаты. Амина Бокова, Дана Плеева, Магомед Шаухалов. Новости 24.